Зоопарк с 19 марта закрыт, то есть это получается больше 2 месяцев уже. Зоопарк не принимает посетителей. Парк, конечно, сейчас от посетителей, можно сказать, животные немножко отвыкли. Даже некоторые пагубные привычки у них исчезли, да, например, как попрошайничество. Вот, потому что когда посетители приходят, им кажется, что животные голодают, и начинают давать им очень даже неполезные вещи, типа там каких-то сухариков или чипсов. Вот, сейчас у них это поведение отошло на нет, и поэтому в этом смысле как бы это плюс. Зоопарк – это в первую очередь просветительное учреждение, и все зоопарки мира несут такую просветительную функцию, когда рассказывают о животных, о тех видах, которые нужно сохранить, а также ведут реабилитационную работу диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу и Российской Федерации, и Республики Саха-Якутия. Мы к японцам, как японцы, заходим вообще вот так, вот так. Весной у нас родились первые, это северные олени, бизон родился маленький, да. Потом у нас родились янтовидные собаки, рысенок, зайчата родились, утки сели на гнезда, да. Ну, то есть как бы идет такой процесс естественный, который должен идти весной. Вот. Малыш, медвежонок подрастает. Поэтому мы рады, потому что жизнь идет, все двигается, в природе ничего не заканчивается, все идет в природе планомерно. В них заложено отойти от матери на 40 метров. Это в природе такой механизм заложен, да? Они отходят, чтобы, скажем, пришел волк или какой-либо хищник, да, другой, и сидят все потомство. Если они будут так вот сидеть с мамочкой все. А если они расположены в разных местах, то есть шанс выживания, что вот ее из скольки-то детенышей выживут столько-то. Я работаю в зоопарке с 2003 года. Когда первый раз пришла в зоопарк, я просто удивилась. Какое-то прекрасное место. Вот. И само место, да, здесь необычное, выбрано действительно вот первым президентом вот, местности Ортодайду. Очень удивительное место. И вот работая с животными, необходимо, чтобы был коллектив, потому что это как детский сад или какое-то другое социальное учреждение. А здесь нет, это надо, чтобы обязательно была вся работа, вся энергия направлена на цель. Вот эту цель сделать лучше, сделать комфортнее, и чтобы животным хорошо жилось, и посетителям тоже нравилось. Работаем в зоопарке, потому что, мы счастливые люди, я могу сказать. Мы видели, как весна прошла, как зеленело все, да, трава. То есть это работа у нас просто отличная. Она не давала нам расслабиться, и даже не чувствовали мы так вот. И потом мы в зелени работаем, на природе. Это очень помогает. И психологически как легче, да, переносится все. Калимана, а ты моя красавица, ты моя девочка. Малыш родился у нас в декабре. В апреле впервые они вышли, снег еще был здесь. Впервые он увидел снега столько. Он до сих пор кормится молоком матери. Вот. И активно недавно стал поедать вот взрослые корма. Видите, они едят рыбу. Калимана, она, наверное, даже, можно сказать, скучает, потому что мы подходим к вольеру, да, и видим, что она сразу голову поднимает, она ждет посетителей. Она очень любит посетителей, потому что они тоже ее любят. Они приходят, хлопают ей, когда она купается, ныряет, какие-то там фигуры показывает, да, вот. И, конечно, сейчас с малышом они вот уже подросли, и она тоже вот смотрит, мы подходим, она сразу встает на край бассейна и проверяет, кто пришел. Нас-то она знает, вот, но она ждет посетителей. Потому что все-таки попала она в зоопарк в 3-месячном возрасте и привыкла к тому, что, то есть она как бы воспринимает людей таких вот, не то что своих, да, но она привыкла к людям. Вот, и ждет. Она ждет. Мы думаем, что она ждет. Опа! Молодец!
Во всех зоопарках России белых медведей опекает компания «Роснефть». Нефтяная компания «Роснефть» помогает всем зоопаркам, где содержатся белые медведи. Алмаз-Эргенбанк опекает восточно-сибирских рысей. И вот накануне Дня эколога к нам поступил подарок от главы Айсена Сергеевича Николаева специально для белых журавлей, стерхов, для пинеги и саины. Мы видим, что на страничке Инстаграм, на сайте очень много задают вопросов, когда же зоопарк откроется, потому что хочется увидеть, как растет медвежонок, какие изменения происходят в зоопарке. Вот. И потом лето – это очень такое хорошее время, когда хочется выехать на природу. И в связи с этим опять-таки хотим напомнить, что все зависит от нас. Если мы будем соблюдать все рекомендации, которые необходимо соблюдать, то откроемся мы очень-очень скоро.